августа 1949 года в селе Масадан рядом с городом Джалал-Абад в семье служащего родился мальчик. Родители дали ему имя Курманбек. Он рос в большой и дружной семье. Все детство и юность провел на своей малой родине. Он видел, как от рассвета до заката земледельцы возделывают поля и сады. Примеры, на которых рос Курманбек с раннего возраста, пробудили в нем такие качества, как трудолюбие и высокая работоспособность. Но большие совершения были еще впереди, а тогда было беззаботное детство 50-х. В семье из 7 братьев Курманбек Салиевич самый старший. Каждый из братьев имел свои обязанности по дому. Кто-то убирал двор, кто-то внутри дома. Вместе помогали матери-домохозяйке, как могли. Юношеские годы Курманбека Салиевича прошли в городе Куйбышеве, где он окончил институт, после стал рабочим на заводе, а затем инженером-электромехаником. С 1974 по 1976 год служил в рядах советской армии на Украине. Затем снова в Куйбышеве до 1979 года работал на заводе имени Масленникова. В 1979 году переехал со своей семьей, женой Татьяной Васильевной и 2 детьми Маратом и Максимом в город Джалал-Абад, где был принят на завод штепсельных разъемов инженером. Затем стал начальником вычислительного центра, заместителем главного инженера. Позже стал директором завода «Профиль» в городе Кокжангаке. Кстати говоря, отдел, который возглавлял Курманбек Салиевич, был первым на юге республики, который внедрил АСУ – автоматизированную систему управления предприятием. В начале перестроечных 90-х Курманбек Салиевич встал на политическую стезю. Он работал первым секретарем Кокьянгакского горкома КПСС, председателем городского совета народных депутатов. После развала Советского Союза Курманбек Бакиев стал заместителем председателя Джалал-Абадского областного совета народных депутатов. После занял пост главы государственной администрации Тагус-Тараусского района. С 1995 по 2000 Курманбек Бакиев был губернатором сначала Джалал-Абадской, а затем Чуйской области. В 1999 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник промышленности». Перед наступлением нового 2001 года Курманбек Салиевич был утвержден в должности премьер-министра Кыргызской республики. Период пребывания на этом посту был отмечен ростом экономических показателей и повышением уровня жизни в стране. Но трагические события в Аксы, спровоцированные окружением тогдашнего президента Акаева, запустили разрушительные процессы. Силовики применили оружие против мирных демонстрантов. И погибли 7 жителей Аксы. Силовая операция была проведена без согласования с премьер-министром. Но именно главу правительства было решено принести в жертву, чтобы спасти Акаева. Были тяжелые дни. Однако еще до своей отставки Курманбеку Бакиеву, а он был единственным высокопоставленным политиком, побывавшим на месте трагедии, путем прямых переговоров и встреч с населением удалось погасить конфликт и не допустить его дальнейшего развития. Я думаю, что я уже говорил с вами, и до того я готов, я скажу в отставку, как премьер-министр. Бакиев остался для жителей Аксы политиком, который не просто сохранил свое лицо, но и не потерял в себе уважение, в отличие от всей акаевской команды. Поэтому, когда Курманбек Бакиев решил баллотироваться в депутаты Жагорку-Кенеша, он выдвинул свою кандидатуру именно в том округе, в который входит Аксы, и одержал при этом более чем уверенную победу. Так, в октябре 2002 года он был избран депутатом парламента во 2-й раз, а 1-й раз был избран депутатом еще легендарного парламента. Алатаудай чоң ағам, Энесайдай кең ағам, Курманбек Байкиевке дауыс бер халқым, эл тағдырын ойлаган, Эрманас... В марте 2005-го недовольные политикой властей граждане вышли на улицы. Массовые митинги, прокатившиеся по всей стране, и вынудили Аскара Акаева оставить высший государственный пост. Как бывший премьер-министр Кыргызской республики, как бывший депутат законодательного собрания, вот сейчас стою перед вами и откровенно говорю, открыто заявляю, президент республики Аскар Акаев должен уйти в отставку. Я желаю вам всем, уважаемые соотечественники,
выдержки, силы, уверенности, и мы победим. Спасибо. По Киеву! Ура! 24 марта 2005 года в чрезвычайных для республики условиях Курманбек Бакиев был назначен парламентом Кыргызской республики премьер-министром и исполняющим обязанности президента Кыргызской республики. Тогда новому руководителю Кыргызстана удалось в кратчайшие сроки восстановить в стране порядок и активно взяться за решение вопросов восстановления жизнедеятельности государства. 10 июля 2005 года на всенародном голосовании Курманбек Салиевич был избран президентом Кыргызстана. Ему оказало поддержку около 90% населения страны. В период всего президентства Курманбек Бакиев всегда старался быть рядом со своим народом. И в радости, и в горе. Если случались стихийные бедствия, глава государства не отправлял туда министров, а лично посещал зону бедствия. Он понимал, что только на месте трагедии можно реально оценить обстановку, масштабы бедствия, и лично принимал решение об оказании необходимой помощи населению. Так, в селе Нура все разрушения были восстановлены в кратчайшие сроки. Бакиеву удалось активизировать контакты на высшем уровне со многими странами. Кыргызстан стал налаживать продуктивные отношения с партнерами как на двухсторонней основе, так и в рамках межгосударственных объединений. Многочисленные встречи, переговоры и визиты начали приносить ощутимые плоды. Началась реализация крупных проектов. Экономика республики вышла из стагнации и начала поступательного развития. Благодаря проводимой политике, нацеленной на развитие реального сектора, вторая половина 2000-х была отмечена не только высокими статистическими показателями, но и заметным ростом доходов населения и повышением уровня жизни населения. Зарплаты в среднем по стране выросли в 3 раза. Пенсии увеличились более чем на 400%. Своими силами, без зарубежных грантов и кредитов, Кыргызстан построил и запустил ГЭС Камбар-Ата-2. С тех пор подобных проектов, которые страна могла бы реализовать за счет собственных ресурсов, нет даже и в планах. А тогда стройка гидроэлектростанции была символом набирающего силу Кыргызстана. Беспорядки, произошедшие в республике в апреле 2010 года, стали очередным ударом для Кыргызстана и испытанием для народа. Государственный переворот отбросил страну на много лет назад. Курманбек Бакиев, видя, что за организацией переворота стоят грязные политики, которые ради власти готовы столкнуть народ и Кыргызстан в пучину кровавого противостояния, добровольно отрекся от полномочий президента, несмотря на то, что сил и ресурсов для дальнейшей борьбы было предостаточно. Политические игры должны закончиться. Я бы даже сказал, я бы обратился даже к тем политикам, которым не хочется, чтобы стабильность была в Кыргызстане. Не надо думать только о себе, о своих политических дивидендах. Подумайте о людях, подумайте о гражданах, подумайте о пенсионерах. Традиционное, но негласное разделение Кыргызстана на север и юг в апреле 2010 года проходило экзамен на единство нации. Насколько государство цельное? В этом вопросе подогревали сомнения еще и провокационные факты. Здесь, в Джалалабаде, рассказывают, как раздавали листовки с призывами к созданию Демократической Республики Южный Кыргызстан во главе с Курманбеком Бакиевым.
Курманбек Бакиев во время беспорядков и протестов оппозиции покидает рабочее место и отправляется на юг, где имеет значительную поддержку. Джалалабадская область – это его родные края, где живут сторонники и единомышленники, готовые отстаивать легитимность своего президента до последнего. Бакиев собирает митинг и заявляет, что здесь, на юге, могут появиться органы власти, а столица переехать из Бишкека в Ош. Люди верят своему лидеру, а лидер пытается не выказать собственное смятение. Почему это еще произошло? Во-первых, и для меня это неожиданность была. Я мало внимания уделял, откровенно говоря, работе спецслужб, работе правоохранительных органов. И у нас к этому времени было очень много митингов. И наши правоохранители, у них бдительность притупилась. Они считали, что это очередной митинг, мирный, как люди выходят, кричат, говорят, что-то потом расходятся. А это оказалось не очередной митинг. Он был уже хорошо подготовленный, настоящий вооруженный госпереворот. Поэтому его и была неожиданность для нас. Неожиданность довольно быстро консолидировала юг. Силовики, люди из истеблишмента, представители бизнес-среды готовились оказать поддержку на тот момент легитимному президенту. Путин позвонил и сказал так, дословно. Курманбек Салиевич говорит, за то, что случилось у Белого дома, вас никто не осудит. Но если развяжется региональный конфликт, все повесят на вас. То, о чем мы говорили. Я, говорит, вам советую покинуть страну. Это он говорит. И предложил один из субъектов Российской Федерации. Я сказал, я подумаю. Затем был звонок Лукашенко Александра Григорьевича. Он позвонил и так шутя говорит. Курманбек, говорит, ты комаров не сильно боишься? Я думаю, вот нашел время шутить. Мне не до шуток. Я говорю, да нет, я 11 лет жил на Волге, говорю, учился, работал. Комаров не боюсь. Он говорит, как ты смотришь, если я тебя заберу? Но Бакиев сделал тогда единственный правильный выбор. В противном случае счет жертв переворота шел бы на тысячи, а Кыргызстан, скорее всего, раскололся на части. История наверняка еще даст оценку этому поступку Курманбека Салиевича. Почти 10 лет Курманбек Бакиев живет в Беларуси, которая стала для него второй родиной. В настоящее время Курманбек Салиевич проживает в Минске с женой Назгуль и 2 детьми – Лейлой, студентка Белорусского государственного университета, и Данияром, ученик 9 класса гимназии. Курманбек Салиевич имеет 5 внуков. Один из них родился в Минске. В 2014 году указом президента Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича был награжден орденом Дружбы народов. Я думаю, я уверен, что придет время, я вернусь на родину. Вернусь. По сей день часто вижу во сне горы. Вижу горы. Несколько раз видел зимние горы, белый снег высоко, видел зеленые горы. В Кыргызстане у Курманбека Салиевича по-прежнему очень много сторонников и людей, которые его поддерживают. Они тоже очень надеются на то, что политик, в которого они продолжают верить, сможет вернуться на свою родину.
алдын оям, бақытындай тоям. Уча бер о болып, бардығы оңолып.